Встретился Владимир Уйбый с лидером ветеранского движения Коми Людмилой Жуковой. Председатель Коми Республиканского совета ветеранов проинформировала руководителя республики о деятельности организации, взаимодействии с органами исполнительной власти и оказываемой поддержки ветеранам. Сегодня у нас, мы добились уже 2 года, как проводят индексацию выплат всех социальных этих пособий. Это очень здорово. Но мне бы хотелось еще сказать, что огромная заслуга бюджета республики в том, что она выделили через нас, через Республиканский совет, 20 миллионов рублей на оздоровление наших пенсионеров. Этого никогда не было. И сегодня мы отправили в Кировскую область санаторий «Колос», который принадлежит республике. Да. Вот уже оздоровились там 120 человек. Но вот ситуация притормозила до 1 июня. А вообще вот на эти 20 миллионов рублей мы оздоровлением охватим 680 человек. Очень хорошо. Все бесплатно. 21 день. И мы даже взяли организацию отправки, доставки и возврата организован. То есть заказываем автобусы, правда, за счет отъезжающих. Довозим до места, привозим. Исключительно высокая оценка вот этому оздоровлению. Ну, это будем продолжать. Вот. Так точно. Людмила Жукова рассказала и о работе Республиканского некоммерческого фонда «Победа» и итогах благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы». Коснулись на встречу темы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Людмила Жукова поддержала вынужденное решение президента России о переносе торжественных мероприятий в связи с пандемией. Вместе с тем она подчеркнула, что 9 мая ветераны не должны остаться без внимания. Я думаю, что все-таки мероприятия не будут в этом году вообще отменены, да, они перенесутся, но у нас еще есть и не только день победы именно над фашистской Германией как таковой, да, а есть еще день окончания вообще Второй мировой войны.